Здравствуйте, это региональные вести. В студии Алена Шестакова. Сейчас коротко о главном. Вырубка вне закона в охраняемой зеленой зоне Якутска. Инспекторы обнаружили свыше 20 поваленных сосен. Заболеваемость ОРВИ снижается. В предстоящем эпидсезоне планируется привить около полумиллиона якутян. В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте якутского золота. Аншлаг в театре Тувы. С гастролями туда прибыли артисты Государственного театра оперы и балета Якутии. В Якутске незаконно вырублены десятки деревьев. В охраняемой зеленой зоне Мархинского лесничества недалеко от поселка Кирзавод инспекторы обнаружили свыше 20 поваленных сосен. По данному факту возбуждено административное дело. Сейчас поиском злоумышленников занимаются полицейские. Всего же с начала года в Якутии по незаконной вырубке возбуждено 10 уголовных дел. Нынче в якутском лесничестве уже 5-й случай незаконной рубки обнаружили. По всей республике сейчас 61 случай незаконной вырубки леса. Сейчас усиливаем рейдовые мероприятия, будем проводить ежедневно. Сейчас завершится пожароопасный сезон, поэтому лесозаготовителям призываем уже сжечь порубочные остатки до ноября месяца. За этот год инспекторы выявили 61 случай хищения древесины в крупном размере. Ущерб взыскан лишь по 33 из них. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве совместно с Управлением ФСБ пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота, похищаемого на территории Якутии. Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота. Злоумышленники похищали на одном из предприятий Якутии сырье, содержащее золото, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. Затем в лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585-й пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков. Лаборатория для химического анализа, для подтверждения более точного, чтобы спектр проверять. Печи и формы присутствуют для того, чтобы доводить металл до стандартных проб. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В настоящее время задержаны 4 сообщников. Им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении 3 фигурантов избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один заключен под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. За последнюю неделю сентября отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. По результатам лабораторных исследований на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии. К концу сентября прививки против гриппа получили более 259 тысяч жителей республики. Всего в этом эпидсезоне планируется привить около полумиллиона якутян. Асфальтирование дорог в столице республики должно завершиться до первых осадков. Власти региона поставили дорожникам конкретные сроки. Между тем, невыполненные объемы по-прежнему велики. На участках с самой сложной ситуацией побывал Евгений Заборовский. На реконструируемом участке улицы Сауруна-Малона в эти дни небывалая оживленность. Там, где на протяжении всего лета работы практически не велись, сегодня заняты десятки рабочих, орудует тяжелая техника. Не за горами первый в этом году снег, а потому темпы дорожники наращивают с каждым метром нового асфальта. Сейчас производим укладку нижнего слоя асфальтобетона. Участок сегодня будем ложить верхний слой, чтобы открыть проезд на 202 и на 203 микрорайон. Достаточно сложная ситуация сложилась на соседней улице Ларионова, где один из участков, пролегающий по территории 202 микрорайона, уже начали асфальтировать, а подготовка другого в 203-м только идет. Асфальтирование столичных дорог, в том числе и этого участка, должно быть выполнено уже на этой неделе. Однако объемы для подрядчиков неутешительные, к тому же сжатые сроки могут отразиться на качестве выполненных работ.
Самый крупный в нынешней дорожной кампании участок – Хатын-Юрякское шоссе. Здесь оставшиеся 2,5 километра было решено разбить на 3 очереди по 800 метров. На другом объекте подрядчика по улице Пилотов также наблюдается отставание от графика из-за мешающих опор линии электропередачи. Те опоры, которые необходимо вынести, и в частности это те опоры, которые публиковали в средствах массовой информации по улице Пилотов. Технические инженерные решения все приняты, ну и, соответственно, все эти работы будут проделаны до конца этой недели. Ускорить темпы по реконструкции дорожной сети в Якутске поручил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников в рамках заседания оперативного штаба по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Посыл, который нам дает Федерация, если национальный проект не будет выполнен, то все направления, идущие по линии Минтранспорта Российской Федерации, будут ограничиваться или приостанавливаться. В этом году Якутск впервые попал в проект как городская агломерация. Общая сумма финансирования дорожных работ составила порядка 1 миллиарда рублей. Причем половину расходов покрыл федеральный бюджет. Неудача в первый же год участия в национальном проекте может поставить крест на будущих планах развития логистики в Якутии. Евгений Заборовский, Роберт Набиев. Вести. Якутск. Ежегодно 1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей. Главная задача этой даты – привлечь внимание общественности к проблемам старшего поколения, демографическому старению общества и возможности улучшения качества жизни людей преклонного возраста. Сегодня в республике работает около 4000 социальных работников, которые обслуживают пожилых инвалидов на дому. Под их опекой сегодня находятся участники Великой Отечественной войны, одинокие граждане старше 80 лет и инвалиды старше 70. Мы обслуживаем в год где-то около 4000 человек. У нас 4 филиала. Это Вилюйский, Хангаласский, Верхняя Колыма и Булунский, и город Якутск, столица нашей республики. Каждый год мы где-то предоставляем, если по количеству и по видам социальных услуг, около 1 200 000 видов услуг. Всех я поздравляю с Международным днем пожилых граждан. На 1 июля 2019 года число пожилых людей в Якутии составило почти 6000 человек. Декада, в рамках которой пройдут различные мероприятия, продлится до 10 октября. Аншлаг в Национальном театре Тувы. В республику с гастролями прибыли артисты Государственного театра оперы и балета Якутии. Для юных тувинцев они привезли красочный балет в 2 действиях, а вечером состоялся фееричный гала-концерт мастеров искусства. С подробностями наши коллеги. История об отважном мальчике Николасе есть и антиподы, как в сказке про Золушку. Это его сводный брат Джейкоб и мачеха. Она требует, чтобы пасынок работал без устали, но за всем этим следит бабушка его подруги. Именно она помогает ему попасть в страну фантазии, где живут феи, эльфы, и правит страной прекрасная принцесса Амастасия, которая напоминает его подругу Эмили. В сказочном лесу Николас знакомится с эльфом Мириманом, но главный антагонист, волшебница Моргана, пытается завладеть страной, ее приспешники – страшные тролли и злобные гоблины. В балете ни одной реплики, но благодаря постановке сюжет ясен и без слов. Главный герой Николас – это заслуженный артист Якутии Павел Необутов. Рассказывает историю о простом мальчике, который мечтает совершить какой-то поступок, о дружбе, о любви. В конце, как правило, добро побеждает зло. Все антагонисты получают по заслугам. Балет поставлен на музыку композиторов, написавших музыку к кинофильмам «Гарри Поттер», «Кинг-Конг», «Хранители снов», «Артур и Минипуты». И все это вкупе со сказочными декорациями и костюмами. Именно это запомнилось больше всего юным зрителям. Мужчина любит женщину, но ему не дают этого сделать. Я балеты видела, мне понравилась пластика и костюмы. Мне очень декорации понравились. Сюжет. В этом балете я увидел красоту одежды, декораций, лесов и национальной одежды.
Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия – самый северный театр оперы и балета в мире, стоящий на вечной мерзлоте. Оттуда приехали 60 человек со всеми декорациями. Вечером состоялся гала-концерт ведущих солистов балета и мастеров оперной сцены Якутии. Это «Региональные вести». Мы продолжаем. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц сразу несколько категорий россиян. Платить его больше не будут пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Послабление распространяется и на их семьи. Также от НДФЛ освободили студентов и аспирантов, получающих материальную помощь от учебного учреждения в размере не более 4000 рублей в год. Семье Сергеевых из Якутска, которая пострадала в результате пожара, требуется помощь. Ночью 25 сентября в их квартире вспыхнул огонь. Спасаясь, Сергеевы получили ожоги. Жена и 7-летняя дочь госпитализированы в больницу. Сейчас родственники организовали сбор одежды, продуктов и вещей первой необходимости. Желающих оказать поддержку просят откликнуться. Помощи, да, действительно было очень много. Мы очень признательны, что не ожидали, что такая будет помощь. У нас поступает в квартиру, квартира именно нашего отца и матери. Там пока проживает вот семья Сергеевых, пока там проживает. И можете туда принести вещи, ну, теплые, зимние желательно. В настоящее время инспекторы пожарного надзора проводят экспертизу. Предварительная причина – замыкания электропроводки. Целый ряд новых подходов будет опробирован в ходе предстоящей переписи населения 2020 года. Она станет первой цифровой переписью, при проведении которой будут использоваться данные от мобильных операторов и органов госвласти. Кроме того, переписчики будут заполнять не бумажные анкеты, а вносить информацию сразу в планшеты. В Росстате намерены также уделить особое внимание переписи посредством интернета, чтобы у каждого появилась возможность заполнить опросник самостоятельно. Кислородная станция Промэнергоцеха Айхальского комбината отмечает свой юбилей. Об этом объекте говорят редко, но вот уже 30 лет он обеспечивает комбинат и другие предприятия Айхала техническими газами. А на производстве без них не обойтись. Чем именно там занимаются, расскажет Оксана Мезенцева. Мобильная кислородо-азотодобывающая станция. Здесь вырабатываются технические газы. Кислород и азот закачивают в баллоны и транспортируют в цеха Айхальского ГОКа. Газы используют для проведения ремонтных работ. За один месяц кислородная станция производит 5000 кубометров кислорода и 1000 кубических метров азота. Это порядка 1000 баллонов готовой продукции или 100 баллонов в смену. На сегодняшний день у нас закуплена компанией нам кислорододобывающая станция. Она принцип действия тот же, который был и до этого в станциях, но она, конечно, более современная, у нее более безопасные методы труда, на ней она более автоматизирована. Режим работы оборудования на станции непрерывный. Станция может эксплуатироваться при температуре от минус 45 до плюс 40 градусов. Абсолютно все о работе станции знает Петр Найманов. 21 год трудится на предприятии. Начинал компрессорщиком, сегодня работает аппаратчиком. На рабочем месте Петр сосредоточен и внимателен. Следить нужно за каждым изменением в работе станции. Не забывать и про свою безопасность. Без соблюдения техники безопасности нельзя. Потому что все время у нас происходят все несчастные случаи, человеческий фактор. Несоблюдение правил, несоблюдение тех норм, которые вам нужно проделать в работе. Мобильная кислородо-азотодобывающая станция эксплуатируется на предприятии второй год. Петр Найманов быстро изучил возможности нового оборудования. Процесс автоматизирован, однако и работа оператора важна. Наш герой умело и быстро отслеживает неточности в параметрах и контролирует работу станции. Работаю примерно с 2012-2013 года. Хороший, отзывчивый, передает очень много, большой опыт по работе по станциям. На днях руководство и профсоюзный комитет Промэнергоцеха в торжественной обстановке поздравил коллектив кислородной станции с 30-летием со дня основания. Начальник цеха Геннадий Живак отметил профессионализм работников кислородки. Председатель правкома Светлана Завалова – дружеские, открытые и добросовестные отношения между работниками. На кислородной станции у нас 11 человек. В основном, да, у нас преимущественно работают люди, которые отработали более 15 лет на кислородной станции. Двое из них имеют 30-летний стаж работы в компании. В основном это мужской коллектив. Девушка у нас одна.
За значительный вклад в развитие участка, а также за долголетний и плодотворный труд от имени руководства и правкома Промэнергоцеха лучшим работникам предприятия были вручены грамоты. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В Якутске открылась первая на Дальнем Востоке смарт-библиотека, где помимо территории стандартного чтения есть еще и креативная площадка для творчества. Культурный центр предназначен для занятия вокалом и постановкой театрализованных представлений, а в образовательном будут организованы курсы иностранных языков и школа журналистики. Обслуживание читателей построено на новейшей технологии бесконтактной радиочастотной идентификации. Особенность смарт-библиотеки в том, что здесь используется технология чипирования. Читательские билеты и весь фонд этой библиотеки зачипирован так, чтобы человек мог самостоятельно записать на себя книги и вернуть. И это касается не только обслуживания, допустим, умной технологии. Также здесь планируется открытие смарт-библиотеки, где можно будет научиться навыкам пользования 3D-принтера, робототехники и так далее. Смарт-библиотека является 18-м филиалом централизованной библиотечной системы города Якутска. Сейчас библиотека функционирует в тестовом режиме, а с ноября уже будет работать полноценно. Грант в размере 54 тысяч рублей выиграл 11-классник вместе с педагогом физической культуры Мирнинской школы. Главная задача школьника была приобрести в уже имеющийся школьный тренажерный зал недостающее спортивное оборудование. И ему это удалось. Подробности смотрите далее. Ребята, это беговая дорожка. Она создана для развития икроножных, бедренных мышц, ягодичных мышц. И сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Сергей Самойлов рассказывает ребятам, как работает беговая дорожка и для чего ее используют в спорте. Именно благодаря ему и его преподавателю физкультуры в школе появился новый тренажер. У нас всю свою жизнь, сколько я себя помню, был тренажерный зал, но никогда не было в нем каких-то упражнений. Мы всегда удивлялись, почему это тренажерный зал, а ничего не было. И вот в прошлом году мой преподаватель подошел и сказал мне: у нас есть проект, который нужно защитить. Придумай его и попробуй реализовать. Я решил, что нам нужны тренажеры, какие-то хорошие. Написал по этому проект и стал победителем этого проекта. Идея приобрести беговую дорожку и гантели пришла в голову учителю физкультуры Валентине Яскевич. Помимо этого она преподает еще и оздоровительную гимнастику. По ее словам, ребята, которые по 6 часов проводят сидя за партами, просто необходимо разминать позвоночник. Первая наша необходимость была беговая дорожка. Такую мы себе цель в первую очередь и ставили. Осанку же невозможно удержать, если мышцы слабые. Детям очень много приходится сидеть за партой, и они искривляются. Нужна какая-то лечебная профилактическая гимнастика, чтобы не было искривлений. В рамках программы «Мирнинский район доброжелательный к детям» все желающие, как взрослые, так и дети, могут создавать проекты по благоустройству и предлагать, как сделать город комфортнее. Лучшие работы получают гранты на их реализацию. С 2009 года у нас в программе «Мирнинский район доброжелательный к детям» была такая подпрограмма «Дети детям», когда дети разрабатывали различные проекты социальные для помощи, оказания помощи своим сверстникам, ну, может быть, младшим детям. Последние годы эта программа не работала, ну, как бы не было активности. А вот после старта «Активный гражданин» и дети заинтересовались этими проектами, и мы решили возобновить проект «Дети детям» в составе районной программы «Мирнинский район доброжелательный к детям». И вот благодаря этой подпрограмме 7-я школа выиграла грант и смогла купить тренажеры. То есть старшеклассники разработали программу совместно с учителем физкультуры, естественно, взрослые оказывали помощь, разработали проект, и наша конкурсная комиссия рассмотрела и выбрала его победителем. Сами школьники новому приобретению рады. Говорят, ходить на уроки физкультуры будут с еще большим удовольствием. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Таковы вести к этому часу. Мы следим за развитием событий. До встречи.